Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Всем здравствуйте. Я православный христианин. Многие мусульмане задают мне вопрос: почему ты вдруг православный христианин? Ну или просто христианин. Ведь у тебя такая фамилия, имя. Почему ты не следуешь традициям своих предков? Родители мои исповедовали ислам. Мама знала очень много молитв на арабском языке. Она ходила в школу при мечети, изучала арабский язык, постилась. Помню свои детские воспоминания, как она во время поста начинала кушать только с появлением первой звезды. Мне это было интересно, я, конечно, расспрашивала ее обо всем, и мы долго беседовали на религиозные темы. Нельзя сказать, чтобы моя семья была очень религиозна, но отец в какой-то период своей жизни стал очень религиозен, был достаточно известным мусульманским деятелем в России. Мои папа и мама чистокровные татары. Папа из нижегородских земель, мама из татарской деревни Чувашская ССР. Сама я родилась в Москве, но большую часть моего летнего времени, когда я еще была маленькой, я проводила в этих деревнях. Абикяль-Орда, Бабайда. Одна из моих любимых бабушек каждый вечер перед сном читала молитвы на непонятном мне арабском языке. Сама я мусульманкой никогда не была, как и большинство татарского народа, которые родились в советское время. Родился в городе Ташкенте, в узбекской квартале, в семье фармацевтов. Мой отец был истинный мусульманин, воевал. Мама моя, она приехала с России отрабатывать после заканчивания фармацевтического института. Там познакомились. Я чистокровный сибирский татарин, родился в Сибири, в Кемеровской области. Так получилось, что я наполовину мусульманин, наполовину христианин. Папа был мусульманин, мама была христианка. Но в те далекие годы, в советские, вера не проповедовалась никакая, ни мусульманская, ни христианская. Поэтому к вере я пришел самостоятельно. В 37 лет в православной вере покрестился с именем Николай. Я коренной татарин, можно сказать, что да, этнический. Полный татарин. У меня в роду никого нет других, кроме татар. По отцу из колени по-волжски, по материнской, это у нас идет Татарстан, Тарханы. Родилась я и выросла в Казахстане. Отец у меня казах, мама татарка. Росла я в большой семье, 7 детей, 3 сестер, 4 братьев. Отец часто болел и рано умер. Нас воспитывала мама религиозное мировоззрение. Бабушка читала Коран по-арабски, мама не умела читать, но она знала много молитв и пересказывала все, что слышала от бабушки, много интересного. Я вырос в мусульманской семье, среди мусульман, общался с довольно, благодаря отцу, конечно, с довольно известными мусульманами, мусульманскими деятелями и муфтиями, и просто богословами, за что я отцу очень благодарен, потому что это особый опыт. Дело в том, что лично у меня не было никакого исламского прошлого. Я не принимал ислам, и никаких обрядов со мной не проводилось. Родился и вырос я в Советском Союзе. В общем-то, как и многие семьи, моя семья была атеистической. Помню еще из детства, очень радостно мне тогда было, когда приходило к нам много гостей. Все женщины были в платочках, мужчины в тюбетеечках. Мы садились вокруг стола, молились. Мы тоже, дети, молились, потому что это было принято у нас в семье. Перед едой молиться. Мы читали тоже молитвы на арабском языке, я и до сих пор их знаю. В Советском Союзе я жил в атеистической среде, где никто никакой религии не проповедовал. Мировоззрение было атеистическим. Наша семья жила среди русских, а дома мы старались говорить на родном татарском языке. И перспектива жизни виделась в том, чтобы получить образование. В Ташкенте, я повторяю, жил в узбекской махале, или как это называется, в узбекском квартале. Соответственно, у меня были друзья разной национальности, но в основном узбеки.
Соответственно, я и придерживался. И в чайхану ходил с ними. И даже у меня был один брак с узбечкой, чистой узбечкой. Ну, жили мы с ней как бы недолго, понимаете. Все равно у меня были вот эти весы и мусульманство, и христианство. Ну, после того, когда мы расстались с женой узбечкой, я не твердо, но все же как бы стал шаги делать к православию. И вот когда я покрестился, я понял, что Господь все время вел меня туда. Все-таки главное, о чем я хотел бы сказать, это то, как я нашел Христа. Отец, мы выросли в России, естественно, в советской России еще. Отец был очень образованный человек, и как многие россияне, хорошо знал русскую литературу, любил русскую литературу. И, в общем, меня вырастил на ее лучших примерах, на Толстом, на Достоевском, на Чехове, Куприне, Бунине. И понятно, что эта литература, она, конечно же, насквозь христианская. Это не религиозная литература, это художественная литература, но в ней сквозит то христианство, на Лескове, естественно, в ней сквозит то христианство, которым жила Россия. Понятно, что и это христианство было далеко от совершенства, но это уже другой вопрос. Так или иначе, я вырос так, что, несмотря на то, что родственники мои, да и я сам был мусульмане, жили мусульманской верой, тем не менее, личность Христа, его пример, его образ, что ли, для меня был как-то очень важен, ценен, дорог. В 24 года позже я уже вышла замуж за русского человека, уехала в другой город. И живя в другом городе, вдалеке от своей татарской среды, живя в русской среде, я, конечно, стала забывать татарский язык, и татарский уклад тоже стала как-то уходить от него. И муж, хотя мой был крещенный православный христианин, но в церковь ходил очень редко, только по праздникам на Пасху осветить куличики либо поставить свечку. Так и жили мы в нашей семье. В принципе, не придерживались никаких религиозных взглядов. Конечно, я всегда знала, что Бог есть, но не задавалась более подробными вопросами о смысле жизни, и мы не жили по заповедям Божьим. Итак, по приглашению нашей федерации спортивной по карате Киокушинкай был приглашен в город Тверь работать. Там я отработал 2,5 года. Также в православной вере шел все это время на протяжении 15-17 лет. Так получалось, что я получал, что пойдешь, Господь подымет. Дальше пойдешь, опять упадешь, Господь опять подымет. И буквально лет 7-8 назад Господь меня так тряханул, что был такой случай, что Он показал мне, что достаточно уже падать, надо уже серьезно идти к вере. В 2013 году Господь меня привел в благотворительность. Я стал заниматься благотворительностью, помогать детям с онкологическими заболеваниями, детям с диагнозом ДЦП и всем нуждающимся людям, семьям, кто бы ни обратился за помощью, что я делаю по сей день. Жизненные обстоятельства сложились так, что я вышла замуж за русского. Он привез меня к себе в Москву. У нас родились 2 детей. Жили мы неплохо, но какая-то тоска по-высшему жила в глубине сознания. И учась в ВУЗе, я разговаривал с ребятами о вере, христианами. Были несколько небольшие споры. Я считал себя мусульманином, но никто из нас толком не знал о своей религии. Эти были, так сказать, беседы поверхностные. Конечно, жизнь виделась в том, чтобы получить образование, работать по нему, и это вдохновляло. И после окончания вуза я имел хорошую работу и достойную зарплату. Но в 90-х годах, когда мне было уже больше 30 лет, с развалом Советского Союза, с распадом, появилось немало тупиковых ситуаций, трудностей, но в то же время упал запрет на религию, и как у меня и у других, у многих было
желание осмыслить все с духовной стороны. В то время появилось немало литературы, и кое-что прочитав, я понял, что есть невидимый мир. У меня возник вопрос вообще, кто я такой, для чего же я живу и в чем вообще смысл жизни? Я из Башкирии. С детства искала ответы на духовные вопросы, что будет после смерти. Читала молитвы, аят аль-Курси, но как-то не получала облегчения. Я понимала, что что-то есть большее. Взрослее мы задавали маме вопрос о смысле жизни, почему вер много на земле, почему так страдает человек на земле, о смерти, о загробной участи. Но мамины ответы меня не удовлетворяли. Я могу сказать, до 30 лет я был атеистом. Ближе к 30 я стал в этом немножко сомневаться. И в 30 лет произошли события, мне нужна была помощь. Я исчерпал все человеческие возможности. Я просил всех своих друзей и родственников помочь. Когда исчерпались все человеческие возможности, и у меня был вот такой порыв внутренний. Боже, помоги! 27 лет я переехала в Москву, и в тяжелый период моей жизни я зашла в храм. В храме, помолившись своим словам перед распятием Господа нашего Иисуса Христа, получила явное облегчение. После этого я начала изучать жития святых, посещала Покровский монастырь, мощи Матроны Московской, и почти всегда получала по моим молитвам помощь, ощутимую помощь. Помощь пришла мгновенно. Это была действительно колоссальная помощь. После этого я действительно верил в Бога, и мне захотелось как-то закрепить это. То есть выразить свою веру в Бога, стать причастником какой-то религии. И здесь у меня начался духовный поиск. Я стал искать Христа, вот мне чего-то не хватало в исламе. Я даже, может быть, скажу, чего. Все-таки Бог, Аллах в исламе, Он далек от человека. Собственно, для меня это был Бог-законодатель. Это не столько, это даже несмотря на то, что мусульмане все молятся, бисмилляхи рахмани рахим, во имя Бога милостивого, милосердного, этот Бог не был для меня, его милость и милосердие для меня очевидным образом не осуществлялись. Наступили 90-е годы, и у нас изменилась жизненная ситуация. Муж у меня чернобылец, он получил производственную травму, перелом основания свода и черепа, потерял работу, помощи было ждать неоткуда. Мы решили пойти в церковь. Я начал помогать в 2013 году монастырю, вещами помогал, и также познакомился с игуменом этого монастыря, батюшкой Силуаном. И при встрече я ему рассказал много своих проблем. У меня тогда были проблемы со здоровьем. И он мне сказал: тебе надо покреститься, у тебя все пройдет. Но так как я был мусульманином, для меня как-то это было неуместно, его предложение. Но Господь через него зародил во мне поиск истины, который я стал искать. Я стал изучать Новый Ветхий Завет. По Ветхому и Новому Завету я изучал жизнь нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. А во Христе я увидел личного Бога, который стал человеком, который близок к человеку, который близок к человеческой душе, который носил такую же человеческую душу в таком же человеческом теле. Таким образом, я получала какое-то временное утешение для души, но продолжала поиски Бога через различные практики, пробовала изучать и ислам, но понимала, что все не то. А через некоторое время Господь явил свою милость, послал мне мужа с богословским образованием, который закончил институт православный и даже имел опыт служения в церкви.
Вы знаете, первым, кто стал задаваться вопросами о смысле жизни серьезно в нашей семье, это подросшая дочь. Она все время спрашивала, зачем я живу, как мне жить. Но, к сожалению, ответов не получала, и в своих поисках к истине она попала в секту. Уже позже, когда я разобрала, что это секта, потому что поначалу я не поняла этого, я думаю, это просто какие-то увлечения ее юношеские, я увидела, что она очень сильно изменилась. Изменилось ее отношение к жизни, к учебе, к здоровью. Ну, вы знаете, меня даже очень испугали ее слова как-то, когда она говорила, что что такое тело? Тело – это всего лишь оболочка. И мне не важно, толстая я, худая ли, или здоровая ли, больная ли. Но это для меня казалось дико, и сейчас, конечно, это дико для меня, потому что я всегда знала, что здоровье и тело – это дар Божий. Так вот, я тоже стала, естественно, спрашивать себя, почему произошло такое в нашей семье. И стала искать ответ на эти вопросы. У меня стало появляться очень много знакомых, новых знакомых, представителей абсолютно разных религиозных направлений, конфессий, неважно, как это назвать, не попадались и представители протестантских направлений, христианских, протестантских, мусульмане, очень много восточных религий было, там индуистской направленности и так далее. И все они меня звали к себе. Что-то, наверное, они чувствовали во мне, чувствовали мою тягу, да, к тому, чтобы мне хотелось закрепить мою веру в Бога. Таким образом я пришла как-то однажды в храм. В храме я часто разговаривала с батюшками на эту тему. Как-то на Пасху мне подарили Евангелие от Марка, небольшая книжечка. Вот эту книжечку я как раз и взяла в отпуск. Думаю, тоненько я ее почитаю. И я прочитал частично Бхагавад-гиту, затем купил Коран, познакомился с ним. Затем мне подарили Новый Завет. И когда я читал Новый Завет, я был потрясен личностью Иисуса Христа. Я был потрясен, оживлен, вдохновлен словом, которое Христос говорил, делом, которое Он делал, его крестной смертью, воскресением, вознесением. Поэтому я, будучи мусульманином, прочитал, конечно, Коран, не нашел в нем такого удовлетворения, как нашел я в Новом Завете. Я увидел в нем книгу жизни, книгу ту, которая приводит. Если Коран говорит о законе, исполняющий закон, значит, будет жить этим законом, и все остальное, то во Христе это любовь. То есть преодолевает все. Главное любить, потому что любовь – это и есть сам Бог. Поэтому для меня открылся совсем другой мир, особый. И это все меня переполняло. Это была весна моей грешной души, которую пришел спасти Христос, чтобы через покаяние очистить ее, просветить, дать ей истинную, новую духовную жизнь, удовлетворить духовную жажду. Это меня всего переполняло, и я делился этим со всеми своими близкими, друзьями, знакомыми, и принял решение креститься. Это было великое событие в моей жизни. Сильное впечатление на меня произвело чтение, знакомство с жизнью преподобного Серафима Саровского. И частично я прочитал творение святителя Игнатия Брянчанинова. И читая ее, буквально лежа на пляже, со мной произошло настоящее чудо. Я никогда не забуду того момента, как я почувствовала, как будто теплая, ласковая рука коснулась моего сердца. И все тепло меня пронизывало от головы
от макушки до пят. И я вдруг четко осознала, что вот оно, то, что я искала. Вот она истина. Задавала себе вопрос, как же так? Это правда, это же было, что сам Господь, воплотившийся Иисус Христос, ходил по нашей земле 2000 лет назад. Для меня это было каким-то откровением, открытием. Конечно, после случившегося я с большим удовольствием и с жадностью прочитала Евангелие это и перечитывала его несколько раз. Приехав с отпуска, я уже не могла жить так, как раньше. Я побежала в храм. Помню свои долгие беседы с батюшками. Позже я приняла крещение. Но так получилось, что я пришел туда, значит, куда меня никто не звал. Я пришел в православие. Но я говорю, что никто меня не звал. Но с другой стороны, я вспоминаю, что как-то в детстве, в классе во втором, мы приехали на кладбище, у одноклассницы умерла мама, мы приехали на кладбище. Ну, ее хоронили в красном гробу, как коммунистку, там, речи и так далее. А мы, дети, гуляли по кладбищу. И я увидел небольшое здание. Это здание с крестами, православный храм. Ну, я даже еще не знал, что это такое, но мне, в общем-то, показалось, что это очень запрещенное. Нам об этом говорили. Вот. Но я в глаза никогда не видел этот храм. Но почему-то вот нам, детям, сколько там, 2-3 человека было, захотелось зайти. Мы туда зашли, там никого не было, но я увидел вот эти иконы, они до сих пор у меня перед глазами. Это было нечто такое, ну, во-первых, запрещенное, вот, а запрещенное это всегда, вот, всегда влечет, тем более ребенка. Было нечто такое таинственное, мистическое и страшное одновременно. И когда мы ушли оттуда, я это напрочь забыл, а вот когда перед тем, как креститься, я это вспомнил. И вспомнил, что действительно уже тогда кто-то меня все-таки позвал. Пошли мы в храм Митрофания Воронежского. Это была пятница. Отец Федор Кречетов вел огласительные беседы. Я целый месяц к нему ходила на беседы, переосмысливала, думала и решила креститься. Почему? Потому что то, что я услышала на беседах, эти слова отвечали моим стремлениям и затаенным личным воззрением. И отец Федор Кречетов нас покрестил, были крещены дети, он нас повенчал, и он стал нашим духовником нашей семьи. Это был 94-й год. Ну и, собственно, вот мой поиск привел меня ко Христу, в церковь. Крещение само было удивительно, благодатно, радостно. Была некоторая группа людей, которая крестилась. Это было человек, наверное, 20, наверное, даже больше, человек 25. Вот. Это был действительно переворот сознания, особенно вот после миропомазания. Вот действие Духа Святого явственно ощущалось. Это происходило в храме Сретения Владимирской иконы Божьей Матери, он тогда еще не был монастырем. Вот. И это действительно было светоносное такое событие, удивительное событие, которое запоминается и запомнилось на очень долгое время. Мы вместе изучали Евангелие. Для меня был очень сложен тогда текст. И видя его любовь к жизни, любовь к Богу, любовь к семье, я поняла, что это именно то, что я давно искала. Оно откликалось в моем сердце, и я приняла осознанное решение принять святое крещение. К святому крещению очень готовились, и я помню то светлое летнее утро, когда впервые на наше окно прилетели 3 голубя. Тогда мой муж сказал, что это ангелы радуются. Но я на тот момент еще не понимала, насколько велик подарок, который мне готовит Господь. И через полгода
я пришел к тому, чтобы принять веру православную и последовать за нашим Спасителем Иисусом Христом. Мне решение далось очень тяжело, так как я был мусульманином. Хоть я и не читал намаз, но в мечети я всегда ходил. Приходил всегда в мечеть, проходил в зал и разговаривал с Богом. Также я отдавал постоянно закяты после каждой сделки. Закят — это по-русски 10-я часть. Даже в Ветхом Завете об этом пишется, что каждый человек должен отдавать 10-ю часть Богу. Решение было очень трудным, и перед сном вечером я говорю: Господи, покажи мне путь истинный, по которому я должен идти. Уснув, во сне я вижу, как я принимаю святое крещение и венчаюсь со своей женой. И утром, проснувшись, я сразу же понял, что мне говорит Господь. Покрестился я в 2014 году, сразу же после Пасхи, первый понедельник Светлой Седмицы. Вот. И крестили меня с именем Ренат. Я думаю, что в этом тоже был промысел Божий. Так как канонами не запрещается крестить именем, которое дали при рождении. После святого крещения все мои болезни прошли. И Богу за это огромное спасибо. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы по национальности татары пришли к Христу совсем недавно. Крестились мы со своими именами. Меня зовут Диля. Меня зовут Лейла. И мы очень счастливы. На самом деле, до 9 лет мы были мусульманами. Когда мы пришли ко Христу, то мы поняли, что Он истин, потому что Он давал чувствительную поддержку, Он давал опору, Он давал надежды. И продолжает давать. Я искала смысл жизни. В результате я ее нашла. Я стала православной христианкой. Я обрела счастье, я обрела радость, надежду, опору и любовь. После того, как я крестилась и стала учиться жить, как учит Христос, Гайся Мессих, моя жизнь разделилась на до и после. После крещения я чувствовала перерождение и духовное, и физическое. Чувствовалась благодать Божья, и я ощущала присутствие Господа нашего Иисуса Христа, Его любовь. И тогда я почувствовала, что я пришла туда, куда стремилась моя душа, мое сердце, мои поиски закончились. То есть я дома. Вот. И была безмерно благодарна Господу. После этого началось у меня уже постепенное воцерковление, исправление жизни, и изменения и в здоровье, и в финансах. Все, слава Богу. После крещения моя жизнь перешла на новый уровень. Меня поразило, что в православной церкви столько много святых, мучеников, исповедников, праведных, преподобных. Последней точкой принятия моего решения послужило то, что наш Спаситель Господь Иисус Христос, когда Его пытали, избивали, унижали, в последние минуты своей жизни, вися на кресте, Он поднял голову в небо и сказал: «Господи, прости их, ибо они не ведают, что творят». Это столько любви в нашем Боге, просто уму непостижимо, что даже в последние минуты жизни Он молился за нас, грешных людей. Я служил тогда, пришлось и повоевать в Карабахе и все остальное. Я уехал в Россию. Здесь я крестился в 95-м году, стал сразу же прихожанином. Потом меня увидел настоятель, потому что я стал ходить часто. И в 2000 году вел в алтарь. Стал я пономарем, проходил все послушания от Пономарского, все остальное. Я хотел стать монахом тогда уже, потому что просился в монастырь, но не отпустил меня в монастырь, сказав, что ты мне здесь
нужен и все остальное. Вот. Но я просто хочу сказать, что вот монашеская жизнь все-таки меня тронула, потому что сейчас я иеромонах Серафим. Я старался воцерквляться, много ездил по монастырям и говорил, беседовал со многими священниками опытными, с монахами, и их опыт их духовной жизни, он благоприятно действовал на мой внутренний мир, и он, конечно, вдохновлял меня на исполнение христовых заповедей. Православие привело меня к тому, что я вот чувствовал, что мне нужно как-то проявить более себя, не просто вот ходить в храм, молиться, а как-то делами, да. И вот я чувствовал, что мне нужно заняться чем-то, оказание какой-то благотворительности, какой-то помощи. В 2006 году так получилось, как раз были сильные морозы, мы вышли кормить бездомных детей. Значит, в 2007 году уже детей на улице не было, но мы решили не уходить с улицы, мы стали помогать уже бездомным взрослым. Когда началось мое такое сильное выцерковление, хотелось просто на каждом углу всем кричать и говорить: люди, живите с Богом очень хорошо, когда ты живешь с Богом, когда ты ставишь Бога на первое место, а все остальное потом все прикладывается. И жизнь совершенно по-другому переменилась, прям с головы на ноги встал моя жизнь. И чудеса, самое главное чудеса, которые стали твориться вокруг меня, я стал их видеть. Такие чудеса, что просто и чувствовать стал Бога очень близко. Каждый православный христианин должен принести в жизнь плод добра, любви от тех талантов, которые нам дал Господь. Наверное, самый большой плод любви и даров талантов, который я принесла, это то, что я стала многодетной матерью. Еще я скажу, что когда я приняла крещение, у меня была настолько сильная тяга к знаниям, что я не могла удержаться. Я в августе крестилась, а в конце сентября я уже училась в школе православного миссионера при апостоле Фоме. Позже я встретилась с Московской татарской православно-христианской общиной. Меня очень поразили там люди именно тем, что они пытаются сохранить свою татарскую идентичность, сохранить татарский язык, татарские традиции, татарскую одежду. Мне очень нравится, что в общине еженедельно проходят молебны на татарском языке. Вот, к примеру, книга «Священное Писание», Библия, на татарском языке Эзгезме. С удовольствием читаем мы, изучаем татарский язык. Я теперь с гордостью могу сказать, что я православная христианка, что меня зовут Наиля. Хотя был какой-то период, живя в русской среде, мне порой даже было некомфортно говорить свое татарское имя. И теперь мне предстояло объясниться с родственниками и родителями. Я взял Новый Завет, Коран, пришел к родителям и все им рассказал. И рассказал, зачитал места из Нового Завета, где, говорится, Христос что говорил, что делал, как Он, так сказать, на крест вошел, как воскрес, вознесся. Вот. И аргументирую это тем, что никто другой человек не смог этого сделать, что сделал Христос, и подтверждает, что Он истинный Бог. Родители приятно были удивлены, что я обратился к Богу, но затем они скорбели, что я принял православие. Но со временем они с уважением отнеслись к моему выбору. И неожиданно для меня несколько опытных священников предложили мне принять священнический сан. Я, конечно, понимал свое недостоинство, но после бесед с ними я принял как волю Божию и пришел с этим к своим родителям. Мой папа, уважая мой выбор, не стал препятствовать и благословил меня на священство. И в 1993 году я был рукоположен во священника. Мама восприняла мое крещение не очень хорошо в первое время особенно. И сейчас мы уже живем рядом, и мама моя, видя,
на каких принципах строится наша семья с мужем, видя нашу любовь друг к другу, терпение, любовь к людям, она стала по-другому относиться, в принципе, к православию, начала даже задавать вопросы. Бабушка сначала ругалась, конечно, говорит, ну как же так, мы тебя там наставили в вере, научили по-арабски читать. И учили всячески, а ты вот как, почему ты принял такую веру другую? Ну, я ей пытался объяснить, что и как. Фильмы показывал христианские. В конце концов, она сказала, что, ну вот, я вижу, что в твоей душе происходят хорошие изменения. А вот у отца этого не возникло, не ощутилось. Мне кажется, в конце жизни у него тоже это появилось, потому что в конце жизни как-то он внимательно наблюдал. Мама моя приняла крещение, бабушка моя приняла крещение. Конечно, по-разному отнеслись к моему крещению мои родственники. Братья мои достаточно спокойно восприняли это, а некоторые родственники, тетя моя, троюродная сестра, очень негативно восприняли это. Мы даже какое-то время не общались, вернее, они не хотели со мной общаться. Но позже, когда мы уже... Они поняли, что у меня не изменилось отношение к ним. Я их по-прежнему люблю. Мы сейчас очень дружны. Я их люблю. Тетя Фаэль, Сияр, я вас очень люблю. Мы общаемся. На Пасху мы поздравляем. Они поздравляют меня с православной Пасхой. Я в трубку им кричу «Месих Терелепторган». Они мне говорят «Якши». И что самое удивительное, у меня много родственников, у которых предки тоже как бы должны быть мусульманами. Это и сестры, и двоюродные, и племянники. Вот. Они, очень многие, были протестантами. Христианами, но в протестанстве. А в итоге я скажу так, что все они крестились в православии. Когда я принял христианство, естественно, и уже я ее принял уже в России, вот крестился, отношения были, конечно, лишь тогда уже, когда пришел уже в Баку, к пониманию, и стал уже христианином, можно сказать, крестился уже, еще не будучи крещенным, разговаривал с мамой, с родственником. Они мне, конечно же, высказывали об этом, что это неправильно, это не так, это нельзя, все остальное, вот, это что, это нарушение. Вот. Но дело в том, что человек избирает душою своей, потому что ему очень важно. Поначалу говорили, да вот дяде Володе удобно, чтобы, как говорится, в России быть православным, вот это. Но со временем они изменили мнение свое и поняли, что я пришел сюда именно с открытой душой, и что православие для меня все. Мама успокоилась, родственники успокоились, даже, говорит, просят молитв. Получается так, что я во всей своей родне единственным, который пришел к православной вере. Все остальные, все вокруг меня, все мои близкие, все родственники, даже те, кто уже ушли, Господь призвал кого, все, никто не молился. Никто никогда не шел к православной вере. Я стал разбираться, почему так получилось. Отец мусульманин, мама христианка. Но я об этом даже не знал, что мама христианка. Это мне Господь так управил, что я поехал к маме на родину, где она родилась и жила. И еще брат ее младший, живой, вот он мне рассказал, что по их линии вся родня, вся по маминой линии, все христиане. Часть моих родственников тоже крестились. К Богу я обращаюсь на русском языке и на татарском. Я говорю «Господи, помоги», и говорю «Эй, худа ярлыка». Конечно, когда ты живешь с Богом, когда у тебя Господь Бог на первом месте, когда ты утром просыпаешься с Богом, живешь с Богом, днем с Богом, и спать ложишься с Богом, утром благодаришь то, что Господь дал тебе возможность проснуться и жить. Когда ты живешь в постоянной молитве, конечно же, жизнь проходит очень, очень интересно. Как прийти ко Христу, объяснить очень тяжело для меня, потому что это было как-то спонтанно и как-то так вдруг открылось для меня, вот как будто так реально все, и я загорелся душою, вот, объяснить очень трудно, вот, знаю, что одно, что толкает, что я увидел, это любовь к людям,
ко всему тому, что живому на земле есть, что любовь превыше любого всякого закона. Закон нужен, потому что есть существует грех, все остальное, поэтому, естественно, само собой, закон нужен. Но любовь превыше всего. Поэтому даже в Священном Писании сказано, что и пророчество закончится, и все, а любовь останется. Любовь сам Бог. Поэтому, если Он нас любит, и мы должны других любить обязательно. К братьям мусульман я всегда хорошо отношусь. Но православие для меня намного ближе, и намного уже... Я, понимаете, не могу вот эту радость высказать, потому что, понимая вот это все, я не могу людям навязывать. Но, как говорил Господь, один раз все равно говорю. Стараюсь, если у людей что-то плохо, я всегда стараюсь говорить: молитесь, просите, стучитесь, и вам будет дано, и вам откроют. Как наша заповедь Христова идет. Ну, отвечая на вопрос тем мусульманам, которые мне говорят, почему ты предаешь своих предков. Ну, повторюсь, что, во-первых, мои предки были атеистами. Ну, может быть, их родители там были мусульманами. Но давайте мы все-таки вспомним исторические события. Ислам, мусульманство – это довольно молодая религия. И на территории современной России со времен возникновения на востоке христианства апостол Андрей доходил до этих земель, и тогда многие приняли христианство. Ну, на Руси сохранялось язычество и христианство. Вспомним князя Владимира, да? Россия приняла христианство по византийскому типу, да, вот, то есть, опять же, наряду с новой религией для России христианством сохранялись еще и языческие исповедания. О мусульманстве речи не было вообще. И только значительно позже, через несколько веков, когда начало насаждаться мусульманство по всему миру, в том числе огнем и мечом, агрессивно, многие народы приняли мусульманство. Я вспоминаю покойного священника, которого убили. Он сказал, что мусульмане – это потомки тех людей, которые в страхе приняли мусульманство, которые не захотели отставить свои убеждения, не хотели погибать, ну и в силу каких-то таких вот какого-то малодушия они приняли ислам. Поэтому говорить, что я предаю своих предков, это будет сугубо неправильно. Ну, еще, конечно, большая проблема – это стереотипы. Существует стереотип, что если ты русский, значит, ты должен быть православным, если ты татарин, ты должен быть мусульманином и так далее. Не знаю, если бурят, наверное, буддист, или калмык, ты, наверное, буддист должен быть. Вот. Но вопрос личной веры, вопрос личного выбора, вопрос личного стояния перед Богом, что ли, он всегда выше национализма в первую очередь. Вот. И здесь важно прислушиваться к своему сердцу, к голосу совести, к тому голосу, собственно, через который Бог говорит к людям, обращается к людям. Наверное, вот это самое главное. Также бы мне хотелось вам рассказать, как я познакомился со священномучеником отцом Даниилом Сысоевым. Когда я покрестился, на разных сайтах стал мне попадаться священник. Ну, раз, два, три, четыре попался. Ну, думаю, зайду, посмотрю, о чем проповедует этот священник. И когда я послушал его проповеди, насколько благодатный батюшка, насколько Господь дал ему дар слова, что даже после смерти он ведет людей к Богу. В 2009 году он был застрелен в своем храме.
в городе Москва, на улице Кантемировской, храм апостола Фомы. И тут же Господь дает возможность мне познакомиться с лидером татарской общины города Москвы, который создал отец Даниил. Каждый год проводятся рождественские чтения, и каждый год проводится татарская секция, где мы все, татары-башкиры, собираемся, как одна семья, о многом мы разговариваем, о многом говорим. Потом, соответственно, собираемся, пьем чай после секции. Это очень здорово. Собираются там и монахи, и священники, деятели, историки. Очень интересно. И после моего выступления в храме отца Даниила с Божьего благословения мне передали небольшой кусочек плата с кровью мученика отца Даниила. Утром мы уже выдвинулись в Петербург на поезде, и я вроде бы и не заснул, а задремал. И я вижу сон, что я сижу в машине, идет сильный дождь, и все, наверное, прекрасно знаете, когда идет дождь, то лобовое стекло размыто, и я вижу сквозь лобовое стекло нашу матушку, заступницу Пресвятую Богородицу. А в руках у нее икона Иисуса Христа. Я поворачиваю так голову влево и смотрю, что со мной сидит рядом отец Даниил. И я ему говорю: батюшка, как плохо, что я вас не застал живым. И у него покатились градом слезы. И я посмотрел на него, и у меня текут градом слезы. Мы сидим с ним и плачем. И когда я проснулся, я испытал настолько благодать и умиротворение, что кто испытывал эту Божью благодать, меня поймет. И что я могу сказать? Вот из опыта Святой Православной Церкви, из своего личного малого опыта я подтверждаю, утверждаю, что Сын Божий сошел с небес, соединился с человеческой природой, чтобы ее очистить, осветить, обожить. Вот. И Иисус Христос, Бога человек, пришел в трагедию этого мира, чтобы спасти каждого кающегося грешника и наставить его на правильный путь. Он – путь, истина и жизнь. И история православной церкви говорит о множестве людей, мужчин, женщин, детей, которые через покаяние спаслись и вошли в Царствие Божие. Это множество святых. И вот читая святых отцов, поражаешься их единомыслию, которые говорят, что действительно можно спастись только в церкви, через опыт церкви. И проще сказать, что человек, конечно, духовно существо, но падшее, если он пытается сам войти в духовный мир, для него это очень опасно, даже гибельно. А если вводит в духовный мир Бог, то это для него благо и спасительно. И вот и Христос пришел для этого, и Он для этого проповедовал, учил своих учеников, вот, Он творил чудеса, Он принял крестную смерть, воскрес, вознесся на небо, послал Святого Духа на апостолов, а святые апостолы передали этот опыт свой другим. Этот опыт в церкви передавался из поколения в поколение и дошел до нас, и в нашей власти принять его, этот опыт, и спастись. И в заключение я хочу процитировать слова праведного Иоанна Кронштадтского. «Много вер на земле, на земном шаре, но не все спасительные, а многие прямо погибельные. И одно наше поистине православное, чисто и спасительное. И желающим всем сердцем спасение вечного найдет в нашей церкви спасение». Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.
Порой мне хочется все бросить и уйти в лесную глушь, где нету никого. За эти мысли, Господи, прости, я буду до конца вперед идти. Не сделаю я шага в сторону, как проповедовал, так буду говорить, что истинная вера православная в другом меня не смогут убедить. О Господи, прошу меня прости, о Боже мой, грехи мне отпусти. Я буду жить, неся Твои слова, что в душе нам Ты заложил тогда.